Дачное общество Нива, мы имеем долги по электроснабжению, да, и выключили все дома. Мы, в свою очередь, являемся исправными плательщиками, хотели бы заключить прямой договор. Как это можно сделать? Можете написать заявление. Давайте, как вот, потому что я не знаю порядок. Процесс такой, что заявление мы обязаны у вас принять, заключить договор. Для того, чтобы вы заключили договор, там очень много нужно документов. А именно? Можно с ручкой позаимствовать, да? Павел Ильич, у меня тут абонент, садоводческое товарищество Нива. Да, ага. Здравствуйте. Директор, да, у нас. Как бы у нас ваша ситуация озвучена там везде, в прессе, везде по поводу. Хотят заключить отдельный договор. Как это можно сделать и как быстро? Ну, отдельный. Ну, по нашему дачному это Нива. Хотят подобное. Вы Заявление-то мы возьмем, но для того, чтобы этот самый факт... Дело в том, что эту проблему не решить в корне, сразу же. Если вы полагаете, что вы заключите с нами отдельный договор, если он еще будет заключен, там необходима процедура, да, процедура еще с садоводческим товариществом, потому что заключение отдельного договора предполагает выделение мощности из общего имущества, из общей мощности садоводческого товарищества, соответственно, выдачи документов. Поэтому если общество выделит, а выделить оно может всего полкиловатта, потому что мощности на больше не рассчитаны обычно, садоводческое товарищество. Полкиловатта это вы лампочку включите, больше ничего у вас работать не будет. Да, по факту. Ну, если вот, собственно, честно разделить мощность. Ну, просто ситуация такая, там на данный момент нет электричества, как бы я исправный плательщик. То есть меня это как должно волновать, по сути? Нет, это вот позиция это совершенно должно волновать неправильная. вашего председателя, да, и он должен Потому что отслеживать платежи, отключать неплательщиков, собирать деньги. То есть это тоже... Это понятно, это коллективная ответственность. Это коллективная ответственность вообще. Поэтому это должно вас волновать, потому что вы членом этого садоводческого товарищества являетесь. Да, понятно, но я свои обязанности выполняю. Нет, вы поймите, что обязанности перед внешними лицами стоит не отдельных людей, в том числе по содержанию дорог. Вы вот как вы скажете? Я понимаю, да. И в данном случае просто я пришел и как раз таки с целью, чтобы выделить отдельно. Я готов платить без проблем. То есть, но... Да нет, вы поймите, что когда вы будете готовы платить отдельно, это проблемы неплатежами Нивы не решит. Предположим ситуацию, да, вот дальнейшее развитие ситуации. Вы заключаете с нами отдельный договор, вам выделяет полкиловатта, да, ставит, может быть, я не знаю, но ограничитель не поставит, вы будете пользоваться всей электроэнергией. Предположим, вы нам платите по счетчику. Исправно, да, по своему счетчику. Долгов перед нами не имеете. Имеет Нива. Что произойдет дальше? Мы расторгаем с ними договор. Сетевая отключает электроэнергию подачи должников. Вы мне при нам приходите и говорите, почему прекращена подача электроэнергии. Мы пишем письмо в Ниву и спрашиваем, почему вы в период отключения задолженности расторжения договора не обеспечили поставку электроэнергии потребителя, который имеет с нами договор на основании ваших документов. Просим обеспечить поставку электроэнергии данному потребителю. Нас не будет интересовать, каким способом они будут. Деску они поставят, да, дизель поставят вам. Мы им напишем, они ничего не сделают, мы вам ответим. Вам направлен, ваш запрос перенаправлен в СН Нива для урегулирования ситуации. Это будет наш ответ. Вопрос вы можете написать, заявление приложить. Мы их передадим на ваше заявление на исполнение в СНТ с сопроводительным письмом. Мы будем запрашивать, потому что вы не имеете непосредственного присоединения к сетям сетевой организации. На основании какого документа? Там 442, по-моему? Нет, 442 это в основное, а там есть закон нет, по перечень документов 442 442 написано. То есть мы запросим СНТ, они должны будут нам подтвердить технологическое присоединение, они должны будут нам предоставить акт баланса разграничения с вашего участка со своими сетями. Ну, акт приемки, ну, прибор проверки, прибора учета, я так не знаю, вы сами будете организовывать или тоже, ну, я так думаю, что это, ну, да. То есть там пакет документов, и при этом, если председатель вам подпишет эти документы от технические условия от баланса разграничения, то надо будет еще подтвердить полномочия председателя. То есть председатель должен иметь право, то есть это должно быть общее собрание садоводов, и где ему это право дается распоряжаться общим имуществом.
То есть это вопрос, вы напишите, мы будем собирать, но я так думаю, что мы не соберем документы, и поэтому мы вам ответим, что вопрос на рассмотрение. Я просто процедуру вам всю рассказываю. Да, мы вам не откажем, потому То есть что я максимально- по-прежнему буду находиться без электроэнергии? Конечно. Тем, кто платит. Нет, Нет, вас подключат только после того, как вы погасите электроэнергию. Ой, Можете должность, описать, как пишете заявление? прошу заключить со мной договор о энергоснабжении. Да, поэтому мы направим вам. Ну, максимальный срок рассмотрения заявления это полгода. То есть мы его держим, далее мы возвращаем документы по истечении срока. Это то, что отказали, мы вам вернем, Договор если документы не энергоснабжения. поступили. Мгм. Если документы поступают, мы договор заключаем, но вопрос СНТ Нива это не решает. Я вам сразу говорю. Вы поймите правильно. Если вы желаете получить, вы можете еще получить следующим путем. Вы можете обратиться в сетевую организацию для проведения вам присоединения от сетей, да, от сетей непосредственно сетевой организации. Вам могут выдать, если имеется техническая возможность, что нужно сделать для этого. Установить столбы, протянуть линию. То есть отдельно новые столбы, да? Да, Новую линию. да, новые линии вы полностью Сейчас есть будете практика, зависеть что от- товарищества собираются проездом, для себя строят линию отдельно. Да, то есть там условно примерно расходы. Один столб с проводами это 10 тысяч рублей, да, условно считайте. Сколько у вас метраж по дороге идет, можете посчитать. Расход на линию дополнительно. Примерно 10 тысяч рублей будет стоить. Это купить столб, вкопать, провести провода, сделать соединение. Примерно так. 200 метров, 200 тысяч. Ну, примерно, столбы нет, там сколько столбов? Они каждые 20-30 метров ставятся столбы. Где-то так вот. Нет, 20-30 метров ставятся. Всё. Исходя из этого можете посчитать примерные расходы. Но эти расходы вы разделите, все, кто транзитом идет, рядышком, они же тоже присоединятся. Но это будет у вас отдельная линия. Единственное, вам надо будет согласие от СНТ получить на установку столбов, но обычно... Договор заключается при наличии документов, подтверждающих технологическое присоединение. То есть мы должны знать, что у вас электроэнергия на участке есть, и уже заключить договор. Для того, чтобы знать это, нам нужны документы. И, во-первых, то, что у вас технические условия выполнены. Подключения не будет, пока не будет оплаты. Есть задолженность, есть отключение. Надо погашать эту задолженность. Надо собирать деньги с тех, кто должен. То есть вас предупредили? Во-первых, садоводческое товарищество, да, это вообще не жилой комплекс, надо изначально исходить из этого. Поменяется и будут приведены все в соответствии. В текущий момент это для ведения подсобного хозяйства работы на земле. Все. Какое поселение может быть? Оптимальный вариант это вот на какую сумму вас предупредили, допустим, на 50. А это вот сумма вносится, да, и сразу снимается. Я же не буду из личных средств гасить эту задолженность. Мы вам объяснили, что самый простой вариант. А так, если судиться, рядиться, ругаться, да, это длительный процесс. Так ведь, да?